Итак, девчонки, начинаем аэробику. Занимаемся. Если хотите быть в хорошем теле, хороший дух, или что говорит. Ну, кстати, тот тренер опять. А, точно. Давай его опять попросим. Ага. Ты там это, одна минута. Ну, я сейчас проведу чуть-чуть хотя бы. Ну, пока придумайте. Что придумать? Мы уже давно придумали. А вот тренер тоже. Где? Спасибо. Нам не надо девочки красивые, а мужчины красивые нужны. Девочка красивая. Я тут самая так красивая. Зачем нам красивые девочки? Азамат, знаешь, что нет уж полчаса? Ну, чего? Потому что он это... стесняется выйти. Ты помнишь, какой у него внешний вид? Точно. Когда увидите Азамата, он бомба А просто. что никто не спит, да? 9 утра. Что все здесь делают? 9 утра. Вот, нормальные люди 9 утра занимаются доктор. А не то, что мы живем и спим. Хотя я не сплю, я очень рано встаю. Это ветеринар очень любит поспать. Он украинец даже круги под глазами. У него постоянно круги под глазами. Потому что у гуньята очень поздно ложится и очень поздно встает. Ты же проверил, что тебе сказали, из-за чего ты круги под глазами. Потому что я не сплю нормально. Из-за тебя. Ай, из-за меня, врушка, ты из-за своих детей ты не спишь. Она Азамат, футболка гибала. Это мой персональный тренер. А что футболка-то? Это же все, чтобы не заблочил Инстаграм только. А это что такое? Меня резинку? Мне резинки? Да. А что мы с ним делаем? Не знаю, сейчас приду, у меня же тренер. Упражнение будет. Вот это место убрать надо, срочно. Делай, что хочешь, чтобы через неделю не было его. Ну, конечно, родить. Родить? Тоже, короче, доктор с этим животом находила там в Турции. Я, короче, разбегаюсь и с пирсом прыгаю вечером, а живот большой. И потом там женщина говорит, беременная ходит, говорит, прыгает, прикинь. Она такой, говорит, скоро рожать, а она, говорит, прыгает, прикинь. Я говорю, я не беременная. Вот так вот. А потом все подписчики тоже начали писать, она беременная, походу, делает. Как это открыть? Или что? Ну, Надо напакаться просто. Давай. О! Ух ты, видали, какой миленький я. Давно вы занимаетесь спортом? Сразу как развелись? Ну, да. А это только Каре не смог себе сделать. Почему, Кара? Ну, и на танцы не записался. Подкалывай. Пока только спорт. Ой, мне поразилось. Она специально. Слушай, Хаймика, Это сосиска в чтоб глаз ты мне не еще... подкалывал. Сосиска в глаз мне еще никто не тыкал. Ну, раздеваться, честно говоря, стрёмно. Или так будет? Не, так неинтересно. Ну, давай. Чего? Вот у тебя кубики же. Ну, как подкачался. Смотри-ка. О, вообще прикольно. Секси. Секси. Ты вообще качок, короля. Гульсума, я сегодня вообще не ходил. На Идар как подкачиваться. Как Ларус Хань сразу подкачиваться начал. Как обычно. Надо везде. Хаймика кого-то закадрила, номер дает. Пожалуй, мяйся в майнде. Да, меня красавчики вообще приметили. Да. Они на меня подписаны, красавчики. Да, номера берут, да? В руках, если их нема. Денег нет. В смысле? Азамат попросил. Что, за двоих платить? А? Сколько? 600. Что, у тебя есть на карте деньги? Будешь платить? Чего, если отдам? Ты же знаешь, что у меня ничего нет, ни карты, ни денег. Я бомжик вообще. Вечно хожу без денег. Давай убежим. Убежим. А можно мы убежим? Нет, да? Короче, ошондан жүрөм деген эле вайндар өтөк. И 5 минут вайн жүрөсүн өтө менен аксалар ушунда за вход. Представляете, мы доктор? Замат, конечно, курка. Не, просто это мой любимый. Курка, потому что был бунда юрий. Это мой любимый зал. Помнишь, вот мы 5 минут зашли, вайн сняли, с нас деньги взяли. За него взяли, за меня взяли. Представляешь? Что мы месяц тренировались. Месяц как будто тренировались. Представляете, ну, доктор? Вот такая вот система здесь. Бушка хеде біреуді индірмей, 5 минут сен ғыдырып ақсалдылар. Ялная. Инде сумкам ертылған, пакет алған, һәр пакетті ертылар. Ошкин қуа. Қара! Придется так держать его. Держи пакет. Сегодня не твой день. Как будто бомжи какие-то, блин. Сегодня точно
это не мой день какой. Стой! Вот, видишь? Here we go. Тут решили сделать очень крутую игру на деньги. Не заквали. Ну, нашла блайнда, да? Что будем делать? Будем задавать вопросы и разыгрывать деньги, соответственно. Да. Один правильный ответ, 100 рублей. Прикиньте. 5 вопросов. 5 вопросов. Кстати, вы тоже можете поучаствовать. Переходите на страницу Азамата. Да. И, может быть, вы выиграете денежку. Гульшат, иди сюда! Ты что, не хочешь выиграть 500 рублей, что ли? Давай. Первый вопрос. Что такое биткоин? Биткоин это такая валюта. Да? Да блин, что ты, я всегда там биткоин спрашиваю, они все знают, что такое биткоин, А блядь, что вы спрашиваете? Кто такой Ну, Мавроди? Вроде не знаю. Не знаете? Ну, предположите. Мавроди. Блогер? Мавроди это блогер. Всё Мавроди правильно. блогер. 你有什么思想？你有什么冲动？ Правильно, Мавроди это не Так в этом же и смысл. пирамида на том-то и прикол же, Эштеганке, в том-то и Египет, прикол. Я, у мужа там почечная болезнь была. Ты отдал бы вторую почку ему? Да? Да? Ну, правильный ответ. Неправильный ответ. Не надо отдавать почку никому. Зачем? Он тебе сегодня есть, а завтра может его не быть. Пшик! И все. Нельзя. Да? У самих много вопросов. Знаете, кто такой крипта? Крипта с деньгами связанная. Да? Ух ты, молодец. Кто такой биткоин? Биткоин это денежки, которые в реальности не существуют, только визуально. Это грамотная женщина попала, знаю. За 200, чем молочиться? 3 вопроса. Мавроди кто? Не, бери. А, кто такой Мавроди? Мавроди, это МММ. Ну, красота. Ладно, Игорь, Так, мне за помощь, за за поддержку. помощь. За поддержку. А его узнали? Нет, это ваш В смысле? Нет, Да. это не мой сын, это В мой... смысле? Внебрачный. Кто такой крипта? крипта. Да. Ну, это криптовалюта, наверное, связана с ним, да? Да. Сколько сейчас биткоин стоит? Так. Наверное, больше доллара одного. Да? 97 тысяч долларов. Столица Марокко. Столица Марокко, сейчас скажу. Блин. Не угадай. Скажите мне, где находится полуостров Ютландия? Это что такое Ютландия? А, давайте, отвечайте. На кону сторону. В Исландии находится. Нет. А где? Она, полуостров Ютландия, это современное государство Дании. Столица Копенгаген. Сейчас она нас разорит, давай пошли отсюда. Что такое биткоин? Биткоин? Биткоин. Я музыкант. Дурак, музыкант. Апай меня ушай. Да туандар почти что. Что такое криптовалюта? Не валю ақса, сетилдің ақсағы. Сетилдің ақсағы. Білдіңіз ме? А кто такой этот? Нуриев. Я Башқұртстанның яғылсағы Башкирский военсоветі. Рудольф Нуриев. Блин, болит военсоветі. Вот, дурак. Вы бы отдали свою почку мужу, если бы ему понадобилось? Нет. Нет? Вот молодец! Вот молодец! Единственный человек, кто какая-то ответил. Кто такой Мавроди? Да, Мавроди. Мавроди, ну подумайте, предположить. Мавроди. Ну, что-то по типу вроде, но Вроде, да? Мавроди. Артист, блогер, Артист, блогер, президент. певец, артист. артист. Да, артист. Мавроди, Правильно. артист, правильно. Действительно, он был очень такой, настоящий артист, заслуженный. А что вы слышали про МММ? Да, МММ. ММДэнс? МММ. Да, МММ Дэнс, правильно! Спасибо. Спасибо, девчонки. Короче, мен бұнда себе приметила бір матырғана гостинкала. Браслет қыбылғына. Менде карточка yok, как всегда вы знаете. Банковские переводы делать я не умею, потому что у меня Сбербанк онлайн нету. И мына Азамат говорит, Физик, я ему Ахсага вообще. Вот так и живет. Вот так и живет, да, чисто. Нашла этот. Кто Спонсора. Я вообще молодец. Как раз Азамат любит дорогие подарки Да ты дарить. финансово грамотная женщина, я смотрю. А что? Это я просто притворяюсь дурочкой. Да тут потому что не принимает карты. Я сначала Ринальда хотела оплатить. Тоже хотела, кстати, подарок сделать. А ты мне подарок не подарил на день рождения. Сколько стоит? Сколько стоит? Вот, открыть же. Сколько? 1200. 1200. Эля. О, привет. Сейчас. Сейчас. Да.
Вот, Рахмат, Азамат. Спасибо. Спасибо, спасибо. А где твой подарок? Пошли, я там еще что-то приметила. Мне тоже на день рождения подарок не дарил. Да вообще жмот. Пошли Мне, правда, там. был год назад. Спасибо, ладно. Спасибо. Ага, ладно. Помнишь, ты мне что дарил на день рождения? Что я тебе дарил? Не помнишь, да? Нет, не помню. Знаешь, почему не помнишь? Почему? Потому что не дарила, да? Нет, шучу. Мне Камбика дарила футболку Холмскую, я в ней в Казахстан ездил всегда. И меня в Казахстане все спрашивают, что за футболка Кстати, такая? Что, ее тоже да. отобрали? Откуда ты знаешь? Прекращайте тему развода. А, кстати, Азамат до сих пор меня Кайнбек этей. Мне это очень приятно. Именно Азамат, я переводится? меня так хорошо стало. Камбика переводится бревно, женщина. Ой, береза. Аин же. Бревно. Береза, я хотел Сам сказать. ты бревно, блин. Береза, Прикиньте, меня еще береза. бревно обозвали. Вы куда идете-то Береза. вообще? Слушай, а язык где выход-то? Там был? Меня. Нет, здесь выход есть. Камбика, береза. Бревно, Такая женщина. красивая, как береза. Рахматинде. Береза. Сегодня моим таксистом был Альберт. Пока что у него есть куча свободного времени. Но Аллаберха уже мы в марте начнем строительство дома. Это можно говорить? А то, блин, Альберт, редактор, редактировать в утра мои сторисы. Это не говори, то не говори, так не снимай. Поэтому надо спрашивать. Он же мой продюсер, менеджер, директор, главбух. В марте у Альберта уже начинается работа, и у него вообще абсолютно не будет свободного времени. Мы даже будем редко видеться. Да, наконец-то. А то, наверное, мне кажется, мы уже достали друг друга, да, Альберт? Каждый день вместе, понимаете? Мы круглые сутки вместе. Конечно, мы устаем друг от друга. Иногда даже вообще охота не видеть. Тебя, наверное, тоже так бывает? Бывает, да? Ты меня ненавидишь? Ну, когда мы ненавидим? Ну, а у тебя вот так бывает, что прям, ух, блин, был достал, не хочу ее видеть. Бывает, да? Нет, скажи честно. Нет, не бывает. Не бывает? Врешь, да? Нет, не вру. А у меня бывает. Ну, тогда пошел. Кто пошел? Я пошел. Домой пошел. Сегодня будем готовить мантышки. Итак, погнали. Короче, чтобы приготовить вкусные манты, нужен для этого Альберт и нужен Найсер-Тайсер. И нужна картошка нуримановская. А вкусная картошка это нуримановская. Нуримановскую картошку берем, разрезаем на мелкие кубики Найсером-Тайсера. В этом году мне свекровь подарила очень оригинальный подарок на Новый год. Угадайте что? Нифига не отгадаете. Смотрите, фарш подарила. Вот кому еще дарят фарш? Прикиньте, какой очень оригинальный такой подарок. И сегодня мы из него сделаем мантышки, потому что фарш очень жирный. Это фарш, она специально для этого делала. Для, как там, пельмешек. Я хотела вначале котлеты сделать, но потом думаю, раз фарш жирный не получится, надо сделать манты. Короче, я всегда лук пропускаю через блендер. Потом кладу картошку, которую Альберт нарезал. Лук вообще ужасный. Картошки, походу, делаю много. Соль. Кстати, у меня свекровь фарш никогда не солит, не перчит. Таким образом она не замораживает. Что за лук такой? О, что макаоте. Раньше мы в детском садике вообще целыми огромными бадьями чистили лук. И ничего. А сейчас делаем. Раньше я, короче, очень много мантов делала, да. И замораживала в морозильнике. А потом в пакеты перекладывала. И вот так мы недели-две потом манты кушали. Очень удобно, когда гости приезжают. Раз, вытащил замороженные мантышки и сварил. А сейчас я так не могу делать, потому что у меня морозильные камеры вообще капец переполненные. Я где-то в тесто кладу около 5-6 кукетчиков, потому что я делаю очень много теста, потому что очень много мантов я всегда делаю сразу же, чтобы потом можно было целую неделю их есть. Сама люблю, когда тесто такое прям эластичное, жестковатое, хорошенькое такое, а не такое вот, которое иногда приходишь в гости, ешь, да, блин, или пельмешки сварил, или манты сварил, они быстро рвутся, не эластичные, такие какие-то рыхлые, я такие не люблю. А еще я добавляю подсолнечное масло. Вот.
Почему, для чего, я не знаю. Я знаю, что моя свекровь так делает. Поэтому я тоже так делаю. А она еще, кстати, немножко еще это добавляет. Майонез. Сейчас я тоже немножко майонез добавлю. Опять-таки, почему, я тоже не знаю. Потому что моя свекровь так делает. Я у нее научилась. Но так тесто очень вкусно получается. Так, и матур işleyeyim Yok. Bir şey yemeğim var. Bir kalktırayım. ben. Наоборот, матур это işleyeyim. Менен de матур еще мне мақтанайын. Қарамын, менен de матур işleyeceğim. Var mı her şey? Usta, halağım. Ben sıkıldım. Dişile bit. Пишельме, мне уже хейзер. До такой степени же много вообще пора. Ну да не мы. Хамраша. Балар, короче, мантышницаға не білезлі. Мына 1-2 мантышница, достар. Туындыра алмайды мантыларды. Шуға решили сразу же 2 мантышницалы бішіреге. Сразу весь бішіріп қойырға. Потому что, достар, біздің морозильниктарда урын жоқ. Прикиньте. Нам, короче, надо брать вообще какой-нибудь большой очень морозильник. Тем более, хәдіргі погода, ман. То ямғыр яуады, то илыта, то плюсовой температура какой-то, қыш, блин. Надо обязательно закупаться большими морозильными камерами. Я 100 раз пожалела, что взяла. Фирма очень, конечно, хорошая. Вот это вот Хайер фирма. И вот это мне нравится, то, что, видите, вот такое вот железное обрамление. У меня вот такие вот старых кастрюль, видали, вот таких вот старых бурунг кастрюльдар и алюминиевых еще кастрюльдар очень много. И поэтому я решила взять вот такую обычную электрическую плиту, потому что не хотела менять посуду. Индукционная плита Алхамбетинда пришлось бы менять вот такой посуду, весь вот с каким-то, со своим каким-то дном, я не знаю, что за дно это. Очень долго достар закипает, я прямо замучилась, очень замучилась. И если вот на одной конфорке работает хорошо, да, очень хорошо закипает, то на второй уже хорошо не кипит. Очень долго, скорость набирает, не закипает, прямо по часу может стоять. Вообще, короче, дурдом полный. И поэтому не советую, если вы берете, лучше сразу берите индукционную плиту. Индукционная плита, они вообще моментально закипают. Моментально плита остывает. Вообще очень быстро все это, прям как газовая плита. А это полная ерунда. Сегодня будем целый день манты жрать. И мантышница. Даже и мантышница ярым. Тихонько. Ты хочешь манты, да? Ой, мне вообще всхтым. Пап, ты хочешь манты? Угу. Как он сказал, манты не любит? Да, не люблю манты. Он сказал, пельмени любит больше. Всю жизнь не кушал манты, и тут же выяснилось, что он не любит манты. Да, прикинь. Эльзира, не сиди давай вот тут у нас тарелки. Ты не в гостях уже. Я сама. Ты уже не гость. Ну ладно, что, Эльзира, хуйгань не стеган. Вот тут тарелки белые, Эльзира, бери. Ашан, эшлеп, ашан, там не была Эльзира. Тебе мама так не говорит? Пора папам без масла хурай. Раз ты ешь без масла, не ертылган манты берем. Ты не любишь манты. Ладно, не буду любить. Эй, инди упкелерге тиген. Я ратаю папа упкелерге. Прям как ты. Мантышки. Вообще хотя да, между прочим. Хотя сочный давай. Офигеть. Я превзошла саму себя. Нет, это фарш дала Нэнэйн. Нэнэйн очень вкусно фарш делает. Она много жира добавляет. Ну, чула еще. Манты жирные мясо любят. Если фарш сухой, нету жира, манты невкусные будут. Нифига себе. Ашаналар да яттылар. А полы мыть, пылесосить? Домой пора. Домой пора. Сейчас смотрите. Гений всегда чем-то жертвует. Допустим, возьмем гения в музыке, это скриптонит. Он алкоголик. Скриптонит? Кто такой? Он очень
очень великий человек сейчас. На Яндекс.Музыке никто еще не обошел его по прослушиванию. Да? Самый. А что за песни у него? Чё, бля, смотри, теперь мой каждый день как день рождения. Я все еще помню, дорогая, тебе не нужны такие отношения. Если у него очень со смыслом прям треки, то есть это обычный такой казахский пацан из Павлодара, и он поет про пацанские вещи. Вот он страдает алкоголизмом. Вы тоже по-своему гений. То есть вы генерируете, вы что-то создаете новое. Ну, где блин. я новое создаю? Ну нет, подожди. Я все слизываю у казахов, которые страдают. Нет. Вы еще знаете человека, который вот так бы без рекламы спокойненько набрал подписчиков за столько? Ну да, это да. Чем жертвуете вы? Чем жертвуете вы? Зачем? Вы не умеете отдыхать правильно. Да, вот научиться бы правильно И отдыхать. потом это все отражается на вашем здоровье. Да, это точно. Еще вы прямолинейная очень. Да, язык мой. Ну, Это я знаю. Это не то, что даже враг ваш. Ну, типа вот, вы же вот прям... Ну нет, я вот страдаю от этого, Аделина. Вас посадите, вы все свои секреты расскажете. Типа, Да. вы не умеете... Еще и секреты других. Еще и секреты других расскажу. Кажется, в Башкортостане один из самых высоких прайсов на рекламу. В плане, типа, кто-то еще это слышал даже. Я тоже это слышала. Я тоже, что у нас самая дорогая реклама. Приезжий кто-то говорил мне, что, типа, у вас, типа, у блогеров неоправданно. Вы говорите, да что Да. так дорого берете? У меня не такая дорогая Ну, у реклама. вас конкретно не такая Да, дорогая. я знаю, что у меня недорогая реклама. Мне потому что постоянно блогеры пишут, из-за тебя, говорит, мы не можем поднять цены на рекламу. Потому что всегда аргументируют вами, Да, что, типа, вы да. вы берете Вот много. из-за меня многие не могут поднять цены на рекламу, потому что у меня я не завышаю прямо так сильно рекламу, потому что я считаю, что это адекватная цена. Чуть-чуть 650 будет, Аделина. 650 Ладно. тысяч? Да. Я думаю, до миллиона недалеко. Еще лет 5. Я к Кстати, реально? этой цифре лет 5 шла. Еще так 5 лет, и потом будет миллион, Ямбаша. День рождения. Короче, день рождения давно прошло, а подарки получают до сих пор. Вот. Я дарю вам пакет от Wildberries. Ну что, денег хватило? Что там, покажи. А где твой подарок? А? А, где мой? что, вот где мой подарок? А сначала ты мой, у меня раньше был день рождения. Вообще ничего не было. Меня подарила, что? Чё? Застолье. Накрывала, салаты крошила, гостей позвала. Ага. Ну, и? А где мой? Я тебя в Зелилу свозил. А он меня в Абзелилово свозил. Это вот подарок. Ну почему я ее взяла? Потому что вот этот мишка мне напоминает вас. Ох ты, нифига себе, какая крутая. Я подумала, что это будет прям вам Ага. хорошо. Дай-ка я померю. Азалия, смотри, мне что подарили. Аделина, Ой. А ты мне что подарила? Себя. Себя, блин. Папа, блин, обзелил меня, свозил. Подарок, а был себя подарил, блин. Короче, я думаю, на Одна, у нас, кстати, одна Аделина подарки всем дарит всегда. Вот, между прочим. Хорошо бы смотреться с вашей черной шубкой, кстати. Вот так? Ой, вообще классота. Сзади. О, вот этот мишка мне вообще нравится. Который... Ага. И цвет такой прикольненький. Постоянно ругайтесь, что ваши контейнеры забираю. Контейнеры? А, да. Контейнерларды алып кетелі, достар, салат, нейдер, мәні бөте, ашамлықтар ма, ет кеме, пирогтар ма. Поэтому я взяла 20 штук. Вам хватит? 20 штук контейнер меня еще булятки. Эй, какие черненькие, стильненькие. Под цвет футболки. Под цвет футболки контейнеры. Все на стиле у меня, все на стиле. Ну, короче, там какие-то маленькие, средненькие и большие. Все. Спасибо. Офигеть, тут сколько штук-то? 20 штук. Все, теперь. Короче, на каждый праздник мы дарим вам контейнеры. Ага. А вы всем, И обратно забираетесь с едой. А что вы обычно же в мешки всем ложите? Мешки тугаленькие. Давай, спасибо большое. Да, пожалуйста. Ты единственная мне подарок подарила. Между прочим, откуда я знаю, почему?